Репортаж о международной экспедиции, которая завершила исследование на Батагайском разломе. Провал находится в 7 километрах от районного центра поселка Батагай. Это в буквальном смысле природная лаборатория, в которой можно изучать и анализировать все изменения климата и живой природы за последние несколько тысяч лет. Батагайский разлом уникален. Он единственный в северном полушарии Евразии. Как считают ученые, он образовался в середине 20 века и с тех пор беспрестанно растет. Сейчас его объем около 450 тысяч квадратных метров, а в глубину местами он достигает 60 метров. Разлом стал местом множества научных открытий. Здесь было найдено множество ископаемых животных, в том числе сохранивших мягкие ткани. Даже в это время года стенки котлована постоянно осыпаются. Это облегчает поиски подобных экспонатов, но вместе с тем несет большую опасность. Международная экспедиция приехала сюда 20 марта и проработала около 3 недель. В состав экспедиции вошли ученые из Немецкого института морских и полярных исследований имени Альфреда Вегенера, Московского государственного университета и Якутского института мерзлотоведения. Этот разлом уникальный и удивительный. Он оказался больше, чем я ожидал увидеть. На арктической территории это моя первая подобная экспедиция. Поэтому мне все очень интересно. Я чувствую себя хорошо, все замечательно. Я рад был оказаться в этой команде. Это особенное место. Оно растет и растет с каждым днем. В экспедицию также вошла одна девушка. Наравне с мужчинами она стойко преодолела все сложности. Лука родом из Голландии, но тоже работает в Потсдамском институте имени Вегенера. Девушка говорит, что экспедиция далась ей легко. Это мой второй визит в Якутию. В это время года здесь очень комфортно. Я счастлива, что нахожусь здесь, в этом особенном месте, и горжусь, что мне довелось работать в команде с такими блестящими учеными, и тем, что наша работа направлена на сохранение климата. Ученые из Германии приехали под руководством Себастьяна Веттериха. Он часто бывает в Якутии, но по большей части работает в районе моря Лаптевых, в дельте реки Лены и на Новосибирских островах. Что особенно тут впечатляет, это, как сказать, яркость отдельных горизонтов. То есть на стене все отлично видно. Вроде понятно, что тут как сформировался, ну как по геометрии или по архитектуру разреза. И другой такой момент, что я уже говорил, по возрастам мы тут ожидаем очень древнюю мерзлоту, и это само собой интересно отработать и изучать. По словам ученых, есть две основные причины возникновения разлома. Обе они предполагают нарушение растительного покрова и вмешательство людей. По первой версии, разлом образовался в результате вырубки лесов, по второй – из-за пожара. Окончательно же причины не выяснены до сих пор. Там есть ручеек. Вот с его выносом тоже начали прорезаться вот эти ледяные клинья и обвалы. Вот примерно ежегодно теряется, вот по данным Института прикладной экологии Севера, около 20 метров в год обрушаются вот борты провала. Местами ученым приходилось собирать образцы на большой высоте, поэтому экспедиция работала двумя группами. Первая непосредственно в котловане, а вторая при помощи альпинистского снаряжения собирала материал на высоте. Кажется, мы угадали с погодой, поскольку уже не такие сильные холода были, то есть достаточно комфортно было работать, но успели еще до вот этой повышения температуры, то есть еще не успела оттаивать сосульки, не стали образовываться, не было этого обрушения пород в верхней части стенки, поэтому работать было безопасно, хорошо, комфортно. За время работы в разломе ученые собрали порядка 265 килограммов образцов. Далее предстоит изучение собранного материала. Для этого все образцы отправятся в Якутск, Москву и Потсдам. Результаты исследований станут известны лишь в следующем году. Юрий Осипов, Семен Семенов, Верхоянск.